История Костанайского педагогического колледжа – это люди, история профессии учителя. Профессиональный труд разных поколений открыл дорогу в жизнь более 100 тысячам педагогам. Наши выпускники работают в Костанайской области, странах дальнего и ближнего зарубежья. Времен связующая нить объединяет события, факты, профессиональные судьбы людей, чей труд достоин уважения. История педагогического колледжа начинается в первой четверти 20 века. Архивные документы музея, созданного в 1970 году, содержат информацию о становлении нашей организации образования. В далеком 1963 году основано Костанайское педагогическое училище. Приоткроем страницу архивной справки, читаем. Первый выпуск обучающихся в 1967 году показал, что коллектив училища преодолел все трудности, с честью выполнив все задачи. Отзывы о выпускниках были отличные, ни одной претензии из школ не поступило. У каждой организации образования есть своя энергетика, которая состоит из синтеза успехов выпускников, преподавателей и родителей. На протяжении многих лет Костанайское педагогическое училище осуществляло подготовку кадров для дошкольных организаций и начальной школы Костанайской области. Педагогический коллектив под руководством первого директора Риммы Павловны Серовой начал отчет времени становления и развития педагогического училища. Архивная справка свидетельствует о том, что Римма Павловна, выпускница Уральского университета, учитель истории по образованию, пришла на должность директора из средней школы номер 14 города Костаная, где работала заучем. Каждый новый руководитель училища вносил свой вклад в дело подготовки профессиональных, квалифицированных кадров. Первый набор студентов составил 4 группы учителей начального образования на базе 8 классов. Перед директором Риммой Павловной Серовой стояла задача в короткий срок собрать коллектив единомышленников, способных решить задачи по подготовке специалистов. Первыми преподавателями педагогического училища стали Киселева Мария Александровна, Проданец Римма Семеновна, Елишев Михаил Михайлович, Самойленко Алексей Павлович, Долбилов Владимир Васильевич, Марченко Эльвира Григорьевна и другие. Особое место в экспозиции музея колледжа занимают материалы, посвященные военно-патриотическому воспитанию педагогам-ветеранам Великой Отечественной войны. Михаил Михайлович Елишев проработал 47 лет учителем математики. Михаил Михайлович был заведующим школьным отделением, постоянно работал над своей квалификацией. В 2003 году педагогический колледж торжественно отметил его 80-летие. В 2008 году Михаила Михайловича не стало. Для олейника Григория Семеновича, участника Великой Отечественной войны, профессия педагога стала делом всей жизни. Он родился в 1925 году в селе Шумное Федоровского района Костанайской области. Его педагогический путь начался в начале 50-х годов 20 века в этом же районе, где он работал классным руководителем, заместителем директора и директором школы. В 1965-1982 годах Григорий Семенович работал заместителем директора по педагогической практике в училище. Своим добросовестным трудом Михаил Михайлович Елишев и Григорий Семенович Олейник снискали уважение коллег, студентов и родителей. В колледже в кабинетах 216 и 218 оформлены стенды, посвященные ветеранам. Становление педагогического училища продолжалось. В Костанайской области ускоренными темпами расширялась сеть дошкольных учреждений, шло строительство детских садов. И для разрешения кадровой проблемы в 1970 году в училище было открыто дошкольное отделение. У истоков его создания стояли Дробышева Анна Михайловна, Заярко Галина Филипповна, Кузнецова Вера Капитоновна, Майер Ольга Александровна и Демьяненко Валентина Григорьевна. Своим профессиональным трудом педагоги передавали знания, умения и навыки следующим поколениям. В конце 20-го, начале 21 века начинается эра глубоких и стремительных изменений.
технологических, экономических и социальных. Скорость развития человеческого капитала диктует необходимость быстрого внедрения новых стандартов образования. В копилке достижений колледжа в 2014 году вымпел лучшее учебное заведение технического, профессионального и послесреднего образования Кустанайской области по организации научно-методической работы. 2020 год. Колледж признан лучшей организацией технического, профессионального и послесреднего образования Кустанайской области. 2021 год, год внедрения программы нравственно-духовного образования самопознания, определил движение вперед педагогов новой формации. Главный вдохновитель всех дел в колледже – творческий наставник коллектива, учитель учителей, директор, кандидат педагогических наук Уразамбетова Галия Ульмисхановна, выпускница педагогического училища 1981 года. Ее уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы каждого из нас. С октября 2010 года Галия Ульмисхановна возглавляет педагогический коллектив колледжа. Она – современный и творческий руководитель с активной жизненной позицией, хорошо владеющий теорией и практикой управления, знающий проблемы и перспективы развития технического и профессионального образования. Сегодня педагогический колледж – это учреждение нового типа, комплекс, включающий в себя 2 корпуса с учебными кабинетами, столовой, актовым, спортивным и читальными залами, библиотекой, общежитием на 360 мест. Колледж оснащен современными средствами компьютерной техники, лингофонными и компьютерными кабинетами, функционирует кабинет робототехники, проведена локальная сеть, имеется доступ к сети интернет. Все это позволяет студентам и преподавателям участвовать в научно-практических конференциях, заниматься исследовательской и творческой работой. Для педагогов колледжа важно видеть перспективы, ставить актуальные задачи, учить будущих специалистов самопознанию. Каким будет педагог, таким будет и общество. 27 выпускников работают в колледже в качестве преподавателей. Судьбоносными событиями в их жизни стали уроки, полученные в колледже. Качественное образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. Студенты колледжа являются участниками регионального чемпионата WorldSkills. С 2019 года колледж стал инициатором создания новой компетенции «Хореография». В октябре 2020 года площадка была открыта для конкурентной борьбы и престижа профессии. Вместе с социальными партнерами мы стремимся повысить престиж рабочих специальностей, выявить мастерство среди молодых специалистов, внедрить в систему технического и профессионального образования лучший международный опыт подготовки кадров, что отвечает трендам сегодняшнего времени. Развитие образования, рост человеческого капитала, социальное партнерство. Миссия и философия колледжа полностью совпадают с целями гуманной педагогики. Наши педагоги учат студентов и родителей дружить, сотрудничать, размышлять и претворять в жизнь высшее предназначение личности. В колледже проходят педагогические чтения, вебинары, конкурсы, конференции, задача которых – ознакомление с идеями и практикой применения принципов гуманной педагогики и самопознания. Для нас, будущих педагогов, освоение разных видов деятельности обеспечит социализацию в обществе. Опыт, который студенты получают в колледже, помогает занять свое место в коллективе. У каждого возрастает потребность в получении качественного образования, личностной самооценки, самопознания и самоутверждения. Студенческая жизнь в колледже наполнена интересными событиями. Многие из них стали традиционными. Это посвящение в студенты, встречи выпускников, празднование Дня учителя, проведение предметных недель, педагогических олимпиад. В целях развития гражданственности и патриотизма организована работа отряда «Жас-Сарбаз», клуба скаутов, проводятся конкурсы «Мы – волонтеры», «Шабыт», «Один в один», «Мисс Кустанайского педагогического колледжа», «Student Vision».
В колледже сложилась достаточно эффективная система студенческого самоуправления. Для развития молодежных инициатив и престижа педагогической профессии работает Комитет по делам молодежи. На студенческом YouTube-канале КПК Лайф и сайте колледжа транслируется опыт преподавателей и обучающихся. Костанайский педагогический колледж, история которого насчитывает 58 лет, растет вместе с независимым Казахстаном. Уже сейчас мы готовимся к своему 60-летию. Образование всегда было и остается приоритетным направлением в государственной политике. Профессия учителя считается самой уважаемой и почетной. Сегодня все – человек, общество, государство – нуждаются в нравственно-духовном образовании. Через активную общественно полезную деятельность и самопознание подрастающее поколение приобщается к ценностям и нравственным идеалам человечества, учится ценить честь и достоинство, быть открытым новому, творить добро и достигать гармонию в физическом и духовном развитии.